Всем привет, меня зовут Кусманов Адиль. Я работаю в Институте экономических исследований директором аналитического центра анализа и мониторинга социально-экономических реформ. Мы занимаемся широкой, широкой повесткой, то есть все, что связано с социально-экономическими инициативами президента, правительства. Например, мы являемся одними из разработчиков пенсионной реформы, которая была пару лет назад, в прошлом году реализована. Недавно глава государства озвучил инициативу «Нацфонд детям», тоже принимали участие в разработке, в расчетах и непосредственно в имплементации данных программ. Важность работы, наверное, заключается в том, что прежде чем любую инициативу имплементировать в жизнь, ее нужно со всех сторон проанализировать, то есть на ее вообще реалистичность, ее имплементации, разные риски просчитать, сделать расчет, бюджет, анализ, например, условно, сколько денег, условно уйдет на какую-то ту или иную программу, инициативу, есть ли, у нас в стране такие возможности оценить, посмотреть международный опыт, сделать расчеты, модели. Вообще, я по профессии, по специальности математика, закончил Назарбаев университет по специальности математика. После этого продолжил свой путь, свое обучение на магистратуре в Оксфордском университете в Англии. Там было тоже похожее направление — математическое моделирование. То есть, в целом мне нравилось работать с цифрами, с данными, делать какой-то анализ, выводы. И после этого я вернулся в Казахстан, и в Казахстане меня пригласили работать, скажем так, в аналитический центр, think tank, как мы сейчас называем. И я открыл для себя мир такой аналитики государственной, в целом, в широком понимании этого слова. И мне это очень сильно понравилось, потому что это имеет прикладную направленность, скажем так, свои теоретические знания использовать на практике. И меня это очень сильно вдохновило. Так я пришел, наверное, к сфере аналитики, экономики в целом. И на протяжении 5 лет уже почти работаю, добился определенных успехов, я считаю, и мне эта сфера очень сильно нравится. Первое, наверное, это нужно понимать вообще, чем ты хочешь заниматься, куда ты хочешь подать, то есть определить четкие критерии, то есть, скажем так, сопоставить свои возможности настоящие с той программой, куда ты хочешь. Нужно быть, амбициозным реалистом, если так сказать. То есть нужно стремиться куда-то высоко, но понимать свои возможности. Это первое. Оценить вообще себя и те программы. Второе, это, наверное, выбрать профессию, или программу, очень важно. Это очень важно тоже. Сдать все экзамены, подготовиться к ним. И здесь самое важное, наверное, процесс очень такой вязкий, долгий, сложный. Здесь нужно, наверное, не отчаиваться, потому что, например, свой опыт расскажу. Я, например, получил 5-7 отказов, прежде чем получить свое приглашение в Оксфорд. То есть путь такой был тернист в какой-то степени. Поэтому здесь нужно не бояться, подавать в разные места, интересоваться, брать рекомендации у людей. То есть большая такая аналитическая, я бы тоже сказал, работа. И самое главное, наверное, не бояться провалов, потому что они будут по-любому, и нужно пробовать. Да, были отказы от разных университетов, тоже хороших. Это нормальный процесс, я считаю. Тогда, конечно, я помню, очень расстраивался, но я все равно другие места пробовал, подавал, искал возможности. Были такие моменты, когда казалось, наверное, что я недостоин, или я не могу. Но, наверное, на каждое «нет» всегда найдется какое-то «да». Поэтому здесь нужно как-то морально, наверное, настроиться и к этому процессу адекватно отнестись. Хотелось руки опустить и но я думаю, все возможно. То есть нужно подавать и эмоционально себя настраивать на разные варианты. Первая, конечно, мотивация — это, как бы это банально не звучало, это все равно как-то giving back, как говорят на английском, то есть отдать должное стране, обществу, как-то внести какой-то свой вклад, понятно, что в Назарбаев университете большие деньги потратили, государство на меня, по Балуашаку отучили, то есть, я дорого обошелся,
Это первое, конечно. Ну, второе, понятно, что не самая высокооплачиваемая сфера, да, но, наверное, она вот драйвит людей, меня в том числе, потому что там в этой сфере, вот в государственном службе, секторе можно какие-то большие проекты, да, реализовывать, как я вот уже говорил, у меня была возможность, да, участвовать в разработке национального плана, пенсионной реформы, вот, инициативы по нацфонду, недавней инициативе президента, да, и эти вещи, они все как бы мотивируют тебя, ты понимаешь, что если твое правильное решение, оно может повлиять там, на много людей, а неправильное решение, оно может тоже в плохой степени повлиять. Соответственно, отсюда как бы и какая-то мотивация, дисциплина и ответственность внутренняя. Да, язык — это первое, наверное, фундаментальное, базовое, да, такое. Второе — это, наверное, ну, хорошие оценки. Это в университете или в школе, смотря куда ты подаешь. А третье — это, наверное, четкое понимание цели, мотивация твоя человека в целом, куда он подает, зачем ему это нужно. Знания по предмету очень глубинные, обязательно. И пятое, наверное, какой-то вот, может быть, ну, я бы сказал, это, ну, критическое мышление, может быть, что-то в этом роде. Это очень нужно, потому что, ну, в целом на Западе, ну и вообще у нас в Казахстане уже многие университеты, они смотрят не на то, что ты знаешь, да, какие факты, а на твое, как ты мыслишь, да, как ты думаешь, твой потенциал именно в этом раскрывается. Поэтому вот, ну и умение правильно изложить свои мысли на бумаге. То есть даже, например, там технарь, да, или там математик, он обязан уметь излагать свои мысли на бумаге. И вот без вот этого навыка, наверное, ни в работе, ни в университете, в учебе человек не будет успешен. Вот этот навык, я думаю, сейчас очень важен. Я считаю, вот самое важное, наверное, это вот какой-то баланс найти во всем. Вот в работе, в семейной жизни, там, взаимоотношения там, с родителями, с друзьями, там, с родственниками. Потому что если у человека какой-то фактор будет проседать, невозможно, ну, других, да, быть успешным. То есть это очень важно.